Добрый вечер. У нас сегодня в гостях известный кинорежиссер, народный артист Геннадий Базаров. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. 17 ноября День кино кыргызского. Завтра. Да. Как кыргызский кинематограф встречает этот профессиональный праздник? В каком состоянии кино сейчас? Ну, я не знаю, как другие встречают. Я дома буду встречать с супругой. Мы оба кинематографисты. Вот. И вообще, День кыргызского кино, когда определяли, наверное, мы говорили, а почему именно в ноябре, когда холод, когда надвигается зима, когда начнутся осадки, мокрый снег, там, дождь с мокрым снегом и так далее, и так далее. Давайте где-то в октябре, в сентябре, когда тепло, тем более, или вообще оставить в августе, как День советского кино, когда можно было бы какие-то мероприятия на Иссык-Куле тогда устраивать. Правильно? Нет, вот кто-то вот уперся, кто-то из чиновников, что именно в этот день какой-то там киномеханик впервые запустил, там показал, там и так далее. И вот это выбрали, вот так и осталось 17 ноября. Ну, выбрали, ну ладно, бог с ним. В общем, я думаю, что какой бы ни был, но это все равно праздник. Хотим мы этого или не хотим. День кыргызского кино. Нам есть что вспомнить, есть о чем говорить. Нам не стыдно за нашу биографию кинематографическую. У нас достойная биография. Вот. У нас были достойные художники, к сожалению, многих нету сейчас с нами, во главе с Чингизом Төрекуловичем, вот, который был застрельщиком того самого кыргызского чуда, и который благословил многих кинематографистов на самостоятельную стезю творчества. Вот. Но тем не менее, кино есть кино, появилось новое поколение, появились новые режиссеры, новые операторы, новые исполнители, какое-то новое кино кыргызское. Вот. Тем не менее, мы живем, что-то пытаемся делать, что-то пытаемся снимать. И я думаю, что будущее у кино всегда было перспективное. Я думаю, недаром Владимир Ильич сказал вот эти свои крылатые слова, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Он предвидел, что кино – это мощный вид агитации, мощный вид пропаганды и мощный вид искусства воздействия на зрителей, на миллионы зрителей сразу. Понимаете? Да. Вот. Поэтому будем праздновать. Вот когда вы снимали «Материнское поле», 22 или 23, да, вам было? 23 года. 23 года. 24-й год. Угу. Вот. Как это вот было? Можете вспомнить там какие-то интересные моменты? Ну, во-первых, «Материнское поле» – это моя дипломная работа была. И, кстати, я должен сказать, наверное, что вот то поколение, они все дипломники были. Вот давайте вообще тоже, в да? кыргызском кино впервые свои собственные, так сказать, как говорится, национальные кадры, первые режиссеры были девушки, в ГИК закончившие, которые учились вместе с Чухраем, с Ростоцким, там, с фронтовиками там, и так далее. Фатима Мамралиева и Лилия Джасуповна Турузбекова. ГИК кончили
Вместе с ними закончил первый кыргызский национальный оператор Марлес Досалич Туратбеков, тоже в ГИК. Это были первые гиковцы. Вот. И я к чему это говорил? А потом стали приходить уже Океев, Укеев, там, из ГИКа, из Лики, Шамшиев, Усенджан Ибрагимов, Альгим Антастасович Видугерес. Вот, потом. И самый младший в этой когорте был я. В 65-м году я пришел, да. Я к чему говорю? Потому что вот все фильмы, которые снимали они все были дипломники. Вот «Небо нашего детства», окей, это была дипломная работа. «Трудная переправа», окей, это была дипломная работа. Простите. «Манасчи», Болото Шамшиев, была дипломной работой. Кстати, первый учитель Кончаловского тоже дипломная работа. «Зной Шипитько» тоже дипломная работа. «Материнское поле» тоже дипломная работа. Интересно. И все эти работы запускал и находил этих вот режиссеров, дебютантов. Шаршена Субалевич Субалиев, председатель Госкино тогда. И благословлял председатель Союза кинематографистов Чингис Төрекулович Айтматов. Да, интересно. А впоследствии эти дипломники стали гордостью советского кино. Понимаете? Да. Вот. Поэтому я как к материнскому полю. Я когда закончил в ГИК, мне нужно было диплом делать. И мне Чингис Төрекулович здесь приехал во Фрунзе, он мне предложил: сними «Материнское поле». Это для меня было так неожиданно. Я говорю: Чингис Төрекулович, я ж большое кино не снимал. Я ж только дипломник, вчерашний студент. А потом «Материнское поле», тогда спектакль «Материнское поле» по всему Союзу ставились. Да. У нас с ним играла Куюкова Даркуледжа, выдающаяся актриса. Потом известное произведение. И это опасно. Вдруг не то снимешь, тебя же проклянут просто. А он говорит: я видел твои курсовые работы. Я делал курсовые работы, снимал. «Молитва» и «Пауза» называлась, 2 курсовые работы, преддипломные. Когда приезжал на каникулы, он, оказывается, это в Союзе кинематографистов в Москве посмотрел. Он говорит: я верю, Гена, тебе, мы тебе поможем. Корпо. Только у меня просьба, Толганайдың ролина Бакен Кадыкеева. Он предложил, да? Да, он предложил сразу. Вот так вот мы начали. Вот так мы начали. И оператором у меня был Виленский, тоже дипломник. Художник-постановщик был Джусупов Кенеш, тоже дипломник. Нас называли «Детский сад» киностудии. Вот детский сад идет там. Но этот детский сад, в общем-то, мы так знали всю ответственность, возложенную на нас, и внедрились, рванули, как говорится. И нам очень помогли актеры. Хатаев, Кадыкеева, Джамадылов, Джангорозова, все опытные актеры, они нам очень помогли, мне лично. Потому что я помню, я пришел на съемочную площадь, пока кинопробы были, я так хорохорился, играл из себя режиссера, там, на Алиман там 30 девушек, с ума сойти, глаза разбегаются, надо каждую, в общем, отобрать достойную там и так далее, хорохорился. А потом, наконец, наступил момент, когда нужно снимать.
Я пришел на съемочную площадку, и на меня устремились 60 пар глаз членов съемочной группы, актеров. Я должен был сказать первые слова, Мотор. начать, нет, не мотор, разводить мизансцену, Да-да. мизансцену, первые слова там артистам, чтобы сказать уже мотор. Понимаешь? Я растерялся. Мгм. Наверное, братишка, знаешь, я растерялся. Жаман болып кеттім, да. И это Бакен Леже заметила. Она меня отвела в сторону. И я вот это никогда не забуду. Она мне сказала: ай, сынок, ты не теряйся. Ты не теряйся, ты не смотри на нас. Народные, ненародные там. Не смотри, на тебя все смотрят будут. Привыкай к этому, не теряйся. Ты режиссер, ты главный. Ты приказывай, ты указывай. Ты говори, что нам надо делать. И мы будем выполнять твои указания. Не теряйся, корпо. Вот она меня морально поддержала, Бакенеджи. Она говорит: если ты будешь теряться, то тебя перестанут уважать как режиссера. И вот так вот я начинал. Вот это вот Бакенеджи я никогда не забуду. Я и потом как-то признался в конце фильма, что вот благодаря вашей поддержке моральной я вот как-то вот взял себя в руки. Мгм. А Чингис Таракулович приходил на съемки? Он приезжал, да, он приезжал, но он был настолько тактичный, что он так издалека так понаблюдает и уезжал. Мгм. Он не говорил ничего артистам, не говорил, что ему нравится, не нравится, там, как надо делать и так далее. И, кстати, вот многие, которые снимали по его произведению, в частности, Болот Шамшиев, к сожалению, мы его потеряли в начале года. Вот он тоже вспоминал. Он Гелет Курёткичная, она Не вмешивался, да? не вмешивался. Он не давлел. Вот у него он был настолько воспитанный, тактичный человек и не просил показывать материал. Он уже смотрел готовый фильм. Да. Готовый фильм. Это очень То есть хорошо. диктата как такового не было. Вот. И вот театральные режиссеры тоже признавались. Вот театр давай он да чкем гельвесе гельчи. Только премьера гельч. Полная свобода, да? Такая? Да, он полная свобода в этом отношении. Он был очень деликатный, Мгм. великодушный человек. А сценарии вы писали? Сценарий «Материнского поля» написали Чингис Таракулович, Борис Добродеев, сценарист московский, и Игорь Таланкин, он режиссер. Это ваш руководитель, да, кажется? Да, Таланкин. трое они писали сценарий, Мгм. авторы сценария. Мгм. Да. К нынешнему состоянию кино, к молодым, как вы относитесь? Ну, что я могу сказать? Наше поколение выполнил свой долг, как говорится. О сегодняшнем кино мне трудно судить. Не то, что трудно, а я смотрю иногда. Есть мои коллеги, которые не смотрят эти фильмы. Они чураются. Я иногда смотрю, когда по телевизору вдруг показывают. Один раз даже в кинотеатр ходил. Правда, мало народу было там. Какую-то комедию показывали там. Вот. Ну, что я могу сказать, наверное? Мне кажется, сейчас только развелось режиссеров, так называемых. Во-первых, они безграмотные. Им надо учиться. Надо учиться. Поступать в ВГИК надо. Понимаете?
У нас же есть договоренность с Российской Федерацией, они дают места. Они дают места. Надо этим пользоваться. Вот казахи этим всегда пользуются. У них каждый год они посылают учиться в ГИК. По-моему, у них даже филиал ГИКа есть. Вот последний раз я был в Алматы на симпозиуме кинематографистов. Там вот я где-то прочитал филиал ГИКа. У них есть. Вот они этим пользуются. У нас нет. У нас расплодилось вот это вот любителей кино. Сейчас у каждого фотоаппараты, видеокамеры вот эти ручные. Они собирают своих друзей, своих родственников, делают комедии, показывают. Людям это нравится, наверное, а может не нравится. Хотя я часто встречаю на улице горожан, они мне говорят: Гена, когда вы снимете, ребята, вы снимите свои нормальные фильмы, надоело смотреть эти однодневки, вот эти вот новоявленных режиссеров. Мне кажется, во-первых, у них нет образования. Я думаю, они даже не знают, кто такой Эйзенштейн. Просто. Если даже слыхали, они не знают, что он снимал вообще, что он из себя представляет. Я не говорю уже о мировых, так сказать, классиках. Вот, во-первых, образования нет. Во-вторых, у них совершенно отсутствует воображение. Скудное воображение. Понимаете? И, конечно, вкуса нет. Вкуса нет. Это. Иногда я... попытки есть. Амбиции. Амбиции переполненные совершенно, амбициозные. Вот, понимаете, попытки есть. И это очень плачевно. Они обесценивают искусство кинематографа в глазах зрителей. Понимаете, раньше искусство кинематографа имело еще одну такую нагрузку воспитательную. Да. Мы стремились, то поколение своими фильмами стремилось вообще, не только в Кыргызстане, а в мире, стремилось воспитать вкус у зрителей, поднять их до уровня мирового масштаба, до уровня, так сказать, классической литературы, поэзии, до уровня классического театра, понимаете, чтобы зрители не просто смотрели, они могли размышлять, они могли думать, понимаете, не просто воспринимали, не просто посмеялись, поразвлекались там и забыли. Разошлись и забыли, понимаете. Поэтому у многих фильмы тех лет остались в памяти, они отложились в памяти. Фильмы Эйзенштейна, Пудовкина, Тарковского, Феллини, Антониони, Куросавы, всех, кого сейчас, к сожалению, нету с нами. Понимаете? А из кыргызов наших, вот те же Болот, фильмы там, Ведугериса, Океева, Увкеева, понимаете, вот, Синджана Ибрагимова. Вот. Я сейчас с удовольствием смотрю вот старые фильмы. Вот эти вот коронавирусы, когда нас посадили дома и сказали: карантин, сидите дома, выходите только в аптеку и магазин. Вот меня спасает компьютер. Я заказываю старые фильмы и смотрю, по Азолини смотрю старые фильмы, Антониони, получаю удовольствие. Вестерны смотрю. Вот. Даже Тарзан посмотрел, который я в детстве видел. Трофейные фильмы тогда показывали, я помню, в детстве, после войны. Тарзан, там, Королевские пираты, Борьба в долине, вот такие вот фильмы.
И вот я вот «Тарзан» посмотрел с Вайсмюллером в главной роли. Он же чемпион Олимпийских игр, кажется, был, Вайсмюллер. Это в главной роли был чемпион мира по плаванию Вайсмюллер. Это хорошо я помню. Вот с ним, да, посмотрел «Тарзан» по компьютеру. Знаешь, он немножко наивно смотрится, но... А тогда, я помню, в детстве произвел, конечно, большое впечатление. Знаете. Вот тогда же каждая деталь заранее прорабатывалась, эти все кадры, раскадровки делались, да, все эти секунды считались. Конечно. А сейчас снимают как-то вот, как получится, так сняли. Я как-то проходил мимо по улице, там что-то кино снимали, видимо, сцену какую-то. Ну, я так мимо проходил и слышу, вот этот режиссер, актеру говорит, сен вандамдай, бутун менен вандамдай ургун. Бей, как Ван Дам, ногами, давай, вот так. Тот говорит, Ван Дам, дай Волvo этот, не получается у меня, как Ван Дам. Ну, ургум, в общем, бутун менен тепкин, в общем. Вот все. Давай, как Ван Дам, давай, как Сталлоне, там, Мочи, и так далее, и так далее. Вот эти вот комедии. Завтра я женюсь, или завтра я замуж выйду. Очень горько это все смотреть, очень... А профессионалы не снимают, потому что нет средств. Вот Джоли сейчас профессионал, сидит, не снимает. Понимаете? Вот этот с трудом снял свой фильм, по-моему, тоже с трудом, в каком смысле, в экономическом отношении, Артур Суиндуков. Шамбала, да. Вот. Сейчас Ахтан сидит, тоже денег нету. Марат Сарулов, денег нету. Я не знаю, чем занимается Эрнест Абджапаров. Тоже, наверное, средства ищет. Потому что в советское время, нет советской власти сейчас, в советское время было плановое производство. Наверное, помнишь, да? Вот выделялось, так сказать, Кыргызфильму столько-то миллионов рублей в год. Вот эти миллионы в год столько всегда приходили. И Кыргызфильм был, конвейер Кыргызфильма всегда работал. Он снимал там 2 фильма, а 3-й фильм шел на следующий год. Вот. Это всегда, каждый год. Поэтому на этих фильмах воспитывались будущие ассистенты, будущие звукооператоры, будущие операторы. Потом поступали в АВГИК, в ЛИКИ, в театральные училища, будущие актеры. Конвейер постоянно работал. Конвейер. Понимаете? А сейчас нету этого. Вот как мы обрели независимость, кончилась советская власть, нету и денег нету. Понимаете? Если дают что-то, хватает на один фильм с натяжкой. Понимаете? На один фильм с натяжкой. Ну вот иногда я разговариваю с молодыми режиссерами, они, вот как вы назвали, однодневки фильмы, да, которые, они говорят, Голливуд тоже так начинал, там, на потребу публики, там какие-то коммерческие и так далее. Но получается, как будто бы, и в журналистике, кстати, это тоже есть, люди пишут или там делают свою работу, журналисты, как будто вот с них начинается мировая история. Никого раньше не было. С чистого листа. Да. И вот они, первооткрыватели, вот они как законодатели, вот как они хотят, так должно быть. Вот такое какое-то настроение есть у молодежи. Да, когда-то лет 20 назад какой-то очень амбициозный молодой человек, давая интервью, сказал, мы, когда задали вопрос там, как, вы продолжите традиции там Шамшиева, Укеева, Базарова, там, Укеева и так далее, Ведугериса? Он говорит, нет, мы начнем с чистого листа. И я убедился в его самоуверенности.
С другой стороны, я подумал, может, это будущий Тарковский, С таким, какой-нибудь, с такими какой-нибудь энергией, да, с такой? Гений какой-нибудь и так далее. Но вот этот гений так и пропал. С чистого листа начал. Потом он, по-моему, снял какой-то очень нелепый фильм, ну, самодеятельный такой. И потом его не стало. Понимаете? Вот сейчас я замечаю, самомнение вообще губит художника. Вот я замечаю, вот молодой режиссер начинает только съемки и уже говорит, там в интервью дает, говорит, мировая премьера, конечно, состоится где-нибудь во Франции, в Каннах или там где-нибудь в Канаде, знаешь. Уже о мировой премьере говорит. Мировая премьера должна состояться в Бишкеке, в Кыргызстане, а потом уже в Каннах и в Канаде, если он будет достойный фильм. Поэтому самомнение очень губит, очень... Один молодой человек как-то ко мне подошел, мен жаш режиссермун, байке эмне кылыш керек, мындай, чтобы учиться, посоветуйте. Тогда как раз Болот Шамшиев начинал свой новый фильм, который, к сожалению, он так и не закончил, не завершил, на Кыргызфильме. Вот. Я ему сказал, слушай, сынок, иди на Кыргызфильм. Там режиссер Болот Шамшиев. Вот, сейчас начинает фильм. Вот напросись к нему кем угодно, рабочим, ассистентом, помощником и так далее. Вот во время съемки будь рядом, слушай, воспринимай, смотри, как он работает с артистами, смотри на артистов, как они готовятся к съемкам, смотри на операторов, как они выставляют свет там, и так далее. И ты вот это воспринимай и учись, это и есть школа. Это и есть школа. Давай, Боровой Валам, иди. А потом я у Манас Мусаевич был оператором, я спросил, говорю, к вам приходил этот Бирвала жигит, мені жұмыс қалдырылатшы деп. Там Болоту должен был, может, тебе подходил. Он говорит, жоқ, не подходил. Нет, нет, они не хотят учиться. Они все знают. Они все знают, но и в то же время они совершенно ничего не знают. Вот это грустно. Вот, пожалуйста, талапкерлер, сколько там? 60 с чем-то, да? 63 человека. С ума сойти, с ума сойти. Вот вам пример, народ. Им кажется очень легко быть президентом. Очень просто, оказывается. Раз Джеймбеков был президент, там Атамбаев был президент, Джапаров там его президента, я тоже, что, я хуже, что ли? Я тоже не ногой сморкаюсь. Я тоже хочу быть президентом. Вот такое вот чисто психологическое вообще восприятие, да, я думаю, боже мой, это же с ума сойти. Как можно вот так вот легковерно воспринимать, а? Это же глава государства, это у тебя на плечах будет народ с его проблемами, с его бедами, с его радостями, печалями, со всеми. Страна целая, и ты думаешь, что ты справишься. И кого только там в этом списке нет, это да. Я не хочу говорить, ради Бога. Пусть они аманасем болсын. Вот сам факт. Вот такое пример. Общество. Пример, да. Пример такой. А что говорить о режиссерах? О, Господи, режиссер, оңой на қазір момент эле тартып койсак, барды жакшы болот. У нас время, оказывается, подошло к концу. Понятно. Спасибо большое. Ну, действительно, вот это показывает количество кандидатов, в каком состоянии у нас общество. Да. Я совершенно оторопел, когда узнал, что столько кандидатов. Ну, думал, 10, может быть, 15 от силы. Понимаете, вот. Это... Я не знаю, куда мы катимся.
Я в последней встрече с Чингизом Төрекуловичем, перед тем, как он уезжал в Татарстан через Баку, он должен был в Баку остановиться, там его награждали, Алиев, президент Азербайджана, награждал орденом. А потом он в Казань должен был улететь. Вот. Я помню, мы случайно совершенно мы встретились, очень перекинулись так словами, а потом он как-то паузу сделал, потом говорит: знаешь, Гена, говорит, я говорит, боюсь вот этой вот сплошной безнравственности, которая охватила мир. Знаешь, говорит, безнравственность, Гена, страшнее войны. Да. Он прав. Да. Он прав. Потому что, вот, пожалуйста, мы говорим, коррупция, это от безнравственности идет. Убийство от безнравственности, войны, междоусобицы, национализм, шовинизм. Все это от безнравственности. Да. Нравственный, культурный, образованный человек никогда не замахнется на кого-то, никогда не вынудит кого-то дать взятку или дать кому-то взятку, или засунуть руку в казну государства. Да. Никогда. Я знаю, и вы знаете, много интеллигентов уже в возрасте, моложе, которые, в общем-то, живут не ахти, не в масле, не как сыр в масле катается. Но у них есть достоинство. Они сохранили это достоинство. Они сохранили. Если они страдают, то они страдают молча. Если они радуются, то они радуются как дети. Но зато они честно смотрят на мир глазами. Да. Я вообще бы, не знаю, может, меня обвинят там зрители или кто-то там из начальства. Я бы вообще изменил текст клятвы, который дают чиновники, депутаты или министры, когда вступают на пост. Начал бы эту клятву и президент, когда вступает на пост, премьер. Начал бы эту клятву, знаете, с каких слов? Я обещаю перед народом не воровать, не обманывать. Вот такими словами начал. Ну, даже та клятва, которая есть, она тоже, в принципе, достаточно серьезная. Но люди дают клятву, а потом плюют на все забывает, это. Потом Да. забывает. Понимаешь? Да. Вот Голда Меир, 5-й премьер-министр Израиля, она очень мудро, хорошо сказала про коррупцию. Она сказала, коррупцию надо приравнять к измене Родине, Да. а коррупционеров к предателям. И, соответственно, Вот. да, к сожалению, у нас время подошло к концу. Вот. Спасибо вам большое. Вот словами Голда Меир мы закончим. Да. Она Ну, очень мудро, хорошо она- сказала. да. Правильно. Да. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Геннадий Базаров, наш известный режиссер, народный артист. Спасибо большое. Спасибо До свидания. вам тоже.